Ляля Дзахоева родилась и выросла на Остинской Слободке. Ее отец Бексултан Захоев – ветеран Великой Отечественной войны. Прошел тяжелый боевой путь, попал в фашистские лагеря. Но это не сломило волю к победе. Сегодня потомки Бексултана Михайловича пришли почтить его память к монументу жителям Остинской Слободки, которые ушли на войну. Очень много знаю о войне, потому что полон дом у нас всегда был папиных друзей, которые были с ним в концлагере и жили по всему Советскому Союзу. И он до последнего своего дня с ними дружил. Сегодня мы здесь, я, папины внуки и папин правнук. Мне очень хочется, чтобы людей здесь с каждым годом было все больше и больше. Если сегодня мы не позаботимся о своем будущем поколении, мы просто его потеряем. Война, День Победы в моей семье непросто. То есть я об этом могу бесконечно говорить с придыханием. Я не солгу и не слукавлю, если скажу, что это самый мой любимый праздник. Свое имя в историю войны золотыми буквами вписал Гагус Калоев, тоже житель исторического района Остинская Слободка. Подполковник гвардии, он участвовал в освобождении Праги, Кракова, дошел до Берлина. Ему одному из первых доверили такое оружие, как «Катюша», любимое. Он был ранен во время Великого Курского сражения. Мы очень любим нашего дедушку, чтим память и желаем, чтобы молодое поколение тоже чтило память и помнило, какой ценой была завоевана победа. Сегодня, накануне Великого Дня Победы, мы с мамой и с жителями Осетинской Слободки пришли в этот великий день почтить память тех, которые жители нашей Слободки отправились во время Великой Отечественной войны защищать нашу Родину. Больше 400 имен жителей Остинской Слободки высечено на монументе. Все они сражались за победу, многие не вернулись с поля боя. Отдать дань памяти героям собрались родные, жители района, общественные деятели, члены правительства и парламента, руководство города. Монумент открыли в 2021 году. Удалось это благодаря средствам неравнодушных жителей района. Большую спонсорскую помощь оказал и экс-глава республики Вячеслав Битаров. Построили мемориал по проекту заслуженного деятеля искусств России и Северной Осетии Таймураза Гагоева. Сегодня за территорией монумента ухаживают студенты Северо-Остинского медицинского колледжа. Вот на таких примерах и воспитывается наша молодежь, и студенчество в том числе. Я уже говорил, что мы медицинский колледж взяли под опеку. И вот этот памятник, мемориал, и сам сквер Колева. Вот. И вот заканчивая работу, я думаю, к концу года мы уже закончим, будет стоять монумент, стела выпускникам Северо-Остинского медицинского училища на территории училища. Вот. Со стороны Павленко. Более 420 уже выпускников, участников мы нашли. Список героев на монументе еще будут дополнять, а память об их подвиге будет жить вечно. Алина Хасаева, Давид Костанов, 15-й регион.